айым айтып келген жоқ, жол ұқпай келген. Бұлар біздің бетімізді тартады. Ошоны айтамын да. Мен аны айтмақсыздар, бияққа келдік, жал біз неме жақтан кетіп қалдық та, біз площадьтан шығардық. Горький не алып қалып тұр бізге. Биште кирип, ойыбызды айтсақ жақсы болады эле. Окшошкон кылып, мушташкан кылып, абдан күчөтүп жерди да. Биздин требованиябыз акча талап кылганды токтотсун. Билим министри опшу ал жыргатпайт. 90% ката кетирип атат. Ал кетсин, Кыргызстандын билимин дагы, илимин да жок кылат. Так, анан Абдуллаева деген жаңы школдун директори ал кандай болот? Биз дагы оюбуз ушундай отставкага кетсин деп требовать этип атабыз. Анан мына акча чогулткан деген мен өзүм 5-класста балам окуйт, 2-класста неберем окуйт, өкөтөн неберем. Ошо 5, 6, 7 жылдыгы барын эсептегенде 49.500 сом. Эмне деген акча? Биз каяктан таап атабыз акчаны? Эптеп пенсия менен келиним да 1,5 ай болду. Балам эч жерде жумуш таба албай жатат. Тиги депутаттар болсо жыргап тойлоп жүрөт тиякта. Тойлоп 3 күн, 4 күн парламентти токтотуп коюп. Парламентте кетсин, алардан да жакшылык жок. Биздин требованиябыз вообще законный бир жаш балдардан эмки мына 20-жылга жакшы кадрларды тандаш керек. Чет мамлекетте окуп аткан сонун балдар бар. Айлапада, округтарда мен деген жигиттер бар. Ошолар келсин. Могу эски депутаттар вообще келбесин. Ошондой биздин требованиябыз. Бир жакшылыктын мыйзамы жок. На сегодня родители вышли, чтобы в школах прекратили поборы и делить на бедные и богатые. Вот главная наша миссия. А вот на днях только была министр образования Кудайбердиева, пришла к нашу школу, и она сама же закрылась внутри, не впустив родителей. Там сидела 4 часа, выходит и говорит, что вам надо. А до этого она сама пригласила и говорила, что сказала, что вас примем, решим ваши проблемы. А она ничего не может решить. Вот сегодняшнее наше требование первым делом нам не нужны поборы в школах, и мы требуем отставку, уволить директора школы Абдулдаеву. Люди видели, как Диляра Кенжеевна, лежа в больнице, она по ночам приходила в школу, собирала учителей с 9 до часу, они находились в школе. Вот. Спортсменов она вызвала, чтобы вокруг школы охраняли, родителей других не пускали. Никакого директора не назначали, привели, Кудайбердиева привела какого-то своего знакомую подругу и попросила, чтобы немножко отсидеть, скорее всего, пока Абдуллаев выйдет с больницы, якобы. Все. А потом Абдуллаев и приутихнет вот это родителей. Все. Сделали так, типа школьники учатся, моя дочь учится в 3 классе в этой школе, их отпустили 8 мая с 9 по 13 на выходные, весь Кыргызстан отдыхал, однако они ночью вызвали 12 мая, нет, 12? Нет, в 11 мая они вызвали всех учеников с 6 класса, выше с 6 класса, вот, и сказали, что будут учиться. Вот некоторые пришли, некоторые нет. Вот сделали, да, уроков было, не было, мы не знаем, нас в школу вообще не пустили. С заднего входа они впустили своих сторонников, родителей тоже, не знаю, о чем они там говорили, а мы как дураки стояли у парадного входа, ждали, когда нам откроют двери, когда нас впустят. Вот. Это вы думаете, как это нормальный ход? Когда вот в субботу, в пятницу они не учились, а в субботу их приглашают учиться, учить учеников.
еще что сказать. Вот там то, что не надо удалить. А вы можете представиться? Я Турсумата Бегаим, родительница этой школы. И вот 24 Кижи, Хактус, там учителя давали пресс-конференцию, и там обезвучили, вот этот, монтажировали видео, которое сняли, кто-то снял, и монтажировали видео. Я там, у меня манера вот так разговаривать, руками махать. И отключили звуки все. У меня тут есть со звуком и без монтажа все это видео. Они отключили звук и сказали, что я не родитель этой школы, что я вот, как они сказали, ну, короче, я не родитель этой школы, что я там провокацию создаю. Одна учительница у меня, я ее не знаю, вообще не видела, потому что у меня дочка в младшем классе. Она у меня выхватила телефон, свернула мне руку. Вот. А вы же сейчас к Белому попросила. дому подошли, а почему сюда вас перевели? Не знаю. Кто это может? Белый дом или вот сейчас. Кто может сказать? Чинара! У вас с собой это видео со звуком? Да, у Может меня быть, есть посмотрим? А? Может быть, посмотрим? Мектептің фондына қарсы акция болады байке қосылыңыздар. Келгендерге айтып ғой. Они орали, вообще у них глаза у учителей бешеные. Тогда я опоздала, я прямо зашла вот в вахтовый зал. Уже родители расходились. Я там, а учителя на меня набросились, сказали, вон, вы это учебный процесс срываете. Я говорю, на вас никто ничего такого не говорит. Вы учителя, идите работайте. Нас пресс-секретарь или статс-секретарь, как там, Ташиев пригласил 30-го прийти в школу в актовый зал. А мы пришли вот по приглашению. Мы находились в актовом зале, никакие уроки мы не срывали. А сами учителя уже там, оказывается, когда родители уже собрались, зашли туда, в актовый зал, а учителя уже там. Они сами срывают свои уроки, уходят с уроков. Вот. Они могли бы... Никто к ним в класс не вырывался, никто не срывал. Вообще, я поражаюсь этим учителям. Я думала, учителя, они вообще такие люди, что они не могут лгать, они честные. А оказалось не так, у них маска такая. Я тоже учитель, но я так лицемерно не могу вот с людьми обращаться. Они... А вы учитель какой у них школы? вранье. Вы какой школы учитель? Как? Какой школы вы учитель? Я специалист, педагог, по образованию. По образованию, но я в школе не работала уже давно. Я частным бизнесом занимаюсь. Угу. Вы хотели видео показать? А? Вы хотели видео Да, показать? сейчас я. Я вот только вошла в школу, в вахтовый зал. Ничего не видно. Давайте посмотрим. Вот я вошла в этот актовый зал, и на меня учителя набросились. И вот у Займира вот это вырвала сотовый телефон, она не снимала. И я тоже не снимаю, просто держала, вот вырвала, а я хотела снять. Вот видите, у меня действие снять, и она и у меня вырвала. Видишь, вот так она меня орут во все. Я им говорю, я вас уважаю, вы учителя, вы должны учить, идите на уроки. Видите, это все учителя орут. Вот это бешеное вообще.
сами все снимают. Это сами сняли и кто-то нам передал. Вот учительница. Вот все учителя вот тут сзади. Им можно снимать, а нам нельзя. И тут это учителя сами снимали. Это они орут. Они еще пригласили такую женщину, ее зовут Джамиля. Она, короче, во все горло начала орать. Избила там одного родителя она. Заявление есть в милиции? Да, отдали. И я вот после этого, я ей сказала, отдай телефон. Она говорит, нет, не отдам. Я пошла правоохранительных органов пригласить. А пока они пришли, я зашла. Убрать это? Я зашла, я говорю, отдай телефон. Она мой телефон выкинула. Ну, делать нечего, я взяла, ушла. Не хотим этого фонда. Это фонд «Кормушка для чиновников». Реально, ребята, откройте глаза, очнитесь. Мы по всему Кыргызстану призываем. Не нужны нам эти фонды. Далекие 90-е годы это действительно надо было, да? Тогда такие годы были. Но сейчас она свою функцию исчерпала. Сейчас она превратилась в кормушку для чиновников. Ну вот говорили, что директор приходит ночью, да, и что он документы исправляет? По этому поводу я не знаю, честно. А кто председатель фонда? Председателем, вот, мы до сих пор, знаете, мы не знаем до сих пор, кто является учредителем. Мы только знаем, что председателем попечительского совета является Насыров Ханат Насыров. А вы к нему обращались по поводу Да, мы к расформирования нему, фонда? Даже скажу, какого числа. 12 мая мы, родители, собрали подписи, заявления, потребовали у него отчет. Вот после этого его и нет, и никакого ответа. В данное время мы написали в Соколовский РОВД. Все инстанции работают, я не могу сказать, что не работают. Сейчас Финпол работает, Генпрокуратура работает, прокуратура нашего района. Ребята работают. Наша цель другая. Мы хотим просто, чтобы этого фонда не было. Но говорят же, что госорганы не могут нас. А мы, оказывается, сами можем. Просто собраться, собрать подписи и убрать к черту этот фонд. Решили вот так сделать. Если чиновники не могут справиться, если говорят, что народ решает, ну дайте нам народу решить этот вопрос. И вот приставка ее существует, вот, нового назначенного директора, ее зовут Мурзая Ильнура Турдукуловна. Вот, она уже временно исполняющая обязанности, а мы хотим, чтобы, ну раз назначили, само министерство дало, но пускай тогда уберут ее и будет реальным директором этой школы. То есть она вас устраивает? Не скажу, что устраивает, но это выбор министерства. А вы с ней не встречались, еще не разговаривали? С ней? Да, с ней мы встречались. Должны были, она вот, в общем, нас ее представили, потом на следующий день мы должны были встретиться в школе. Это было тоже приглашение в министерство. Они сказали, приходите, познакомьтесь с новым директором. Но и здесь министерство, я не знаю, как она это так сделала. Мы все родители где-то в 12 часов дня подошли к школе. Школа закрытая, нас туда не пустили. Мы до 3 часов ждали на улице. Мы никакого не провоцировали, просто стояли. А в это время Министерство образования было внутри, общалось с коллективом, да, с администрацией школы, там еще были родители. И вроде бы как не приняли директора, которого сам... Коллектив не принял эту директора. Сегодня только утром я с ней созванивалась и говорю, как у вас дела? Вы едете в школу, удачи вам. Она такая, хорошо, я еду. И потом у нее телефон отключился, а нам там же тоже люди сказали, что в школу ее не пустили. Я не знаю, что беспокоит. Но со своими подчиненными, я думаю, Министерство образования сама разберется. А наша цель только, чтобы этого фонда не было, и чтобы этого директора нам оставили насовсем. Посмотрим, будем... А чем вас предыдущий директор не устраивал? Предыдущий директор нас не устраивал тем, что не давал отчета. Ну, она ссылалась, что в школе, я уже 5-й год в этой школе, мои дети учатся, никаких изменений в школе нету. Это вот они вот, я вот все время поражаюсь, и вы тоже все время фотографируете этот актовый зал, он единственное красивое место в нашей школе.
даже министерство признало, что он как-то чопорно выглядит, да, так вульгарно. Это же обучающее заведение, а не театр. Кстати, к этому актовому залу у меня тоже есть претензии, потому что наши дети, да, вот мы же это для детей стараемся, а наши дети туда, чтобы туда попасть, по 150 сомов платят. Представляете? Это за вход, что ли? Да, Или за как? вход в свой собственный актовый зал мы платим по 150 сомов, когда происходят разные мероприятия. Вот это все и довело, что мы же не спуста вот так вышли. Потом еще у нас есть такие семьи, вот, где нуждающие, да, у кого много детей. Вот когда мы приходим к администрации и спрашиваем, есть ли какие-нибудь льготы, там, облегчения, какие-то рассмотрения, они никогда не идут на уступки, они вот даже ходят, проверяют жилищные условия этого родителя. Вообще, это вообще кошмар. Реально кошмар, ребята. Потом у нас там футбольное поле не соответствует. У нас не проводятся уроки по физкультуру. Можете в интернете посмотреть, мы тоже свое видео выкладывали. Там вот когда неделю назад дождь был, там утки плавали. Реально, ребята, это не пафосные слова, это реальность. Кроме того, я по поводу вот дополнительных обучений. У нас школа забитая, 4 смены, да. Кстати, у нас в школе есть еще вечерние классы. Там тоже деньги хорошие идут. Мы когда в министерстве с министром образования общались, я говорила по поводу еще того, что в государственном учреждении есть коммерческие классы, которые платят по 3000 сомов, по 1500 сомов. Но условия там тоже не ахти. Ребята сидят по 4 человека за одной партой. Есть два кабинета, так вроде как интерактивными они называются. Эти кабинеты открываются, когда приходит проверка. Это для показухи. Есть кабинеты, где стулья шатаются. Вот сейчас, например, учителя даже к нам обращаются, они подневольные люди, но они говорят, мы же уже где-то уже 3 месяца фонд не получает деньги от того, что мы просто отказываемся, тупо отказываемся платить. Оказывается, у нас есть выбор. Добровольный взнос, правильно? Мы можем платить, не платить. Поэтому решили не платить. И вот сейчас фонд никакого поступления не происходит. Учителя говорят, как мы будем ремонтировать все со своей зарплаты. Им это тоже уже надоело. Есть такие учителя уже, которые действительно выполняют свою работу профессионально. Я не скажу, что весь коллектив уж прям такой, но есть там кучка так называемых диляро-кендеевских этих послушных, да, которые под нее подчиняются, их там штук 5-6, и они все этой администрацией коллективом управляют. То есть из средств фонда на зарплату учителям тоже идет? Да, там, вот смотрите, там же 700 сомов. 700 сомов, из них 200 сомов уходят на дополнительное образование, 250 сомов этот злополучный фонд уходит, и это 50 сомов это вот классная копилка, она называется. Вот из этой классной копилки платится уборщицам и охране. И 200 сом это вот горячее питание. Тоже вызывает очень сомнения. Дети никогда эту еду не кушают. Мои старшие ребята, когда приходят, они младшим говорят, не кушайте в столовой. Я говорю, почему? Они говорят, вот одна смена же ребят уходит, там в тарелках остаются остатки, они их собирают, оказывается, и на вторую смену сдают. Это говорят дети, детей невозможно обмануть. Вот если фонд расформирует, откуда будут поступать средства на доплаты тем же учителям, на какие-то нужды Ну, школы? это пускай разбирается. Мы фонд, вы заметите, я же сказала, 200 сомов туда, 250 фонд. Надо какой-то найти компромисс. Мы готовы пойти на компромисс, но никто не хочет идти. Мы же предлагаем свои, там 100 сомов, 50 сомов, мы посчитали, 4500 детей по 50 сомов собрать, и то бы эту школу бы озолотила. А доплата учителям это уже к министерству. Это я же не решаю такие. Дополнительные уроки, вот я тоже смотрела тариф, мне его показывали. Вот, например, в моей школе, дочка учится в 4 классе, 25 часов положено. И всего лишь 1 час дома. И что за один час 200 сомов, и там 40 учеников. Ну, посчитайте, ребята. Просто этих денег не использовали там, как положено было. Мне кажется, даже этих денег учителя и не получают.
Вы сказали, что или вы, да, что и учителя сегодня выходят на митинг. Да, сегодня не учителя, не знаю, учителя или не учителя, я точно не знаю, но нам сказали, что выйдут, ну, вроде как бы наши, которые согласны, что платить по 500 сумм. Пускай выходят, приходите, ребята, мы вас ждем. То есть противоположная сторона. Но противоположной стороны нету, это просто выдумка. Это Диляра Кенжеевна цепляется за последнюю ниточку, наверное. Я тоже, это мое личное мнение, так что это тоже учтите, когда будет писать. Ya molada.